Они и тягачами управляют, и автомат собирают, и стрелять умеют. Сегодня в Татарстане определяли лучшего военного водителя. В Альметьевск со всей республики съехались те, кто прошел НВП и знает все о военной технике. Каково это — собрать автомат за 30 секунд и гонять на большегрузах под 100? Не только увидела, но и сама испытала Филюза Хамидуллина. Начал. Так лихо разбирает автомат 19-летний Радик Ахметов. Усвоил он это еще в 16 лет. Начальную военную подготовку прошел в Арске. Без 5 минут призывник собрал легендарный Калашников за 40 секунд. Неделю готовился, и вот сегодня соревнования. Ничего сложного, просто надо привыкнуть, и все. Автомат собран, теперь можно и стрелять. Стрельба из пневматической винтовки – один из самых сложных этапов конкурса. Чтобы попасть в яблочко, у участников 5 попыток. Для этого нужно не только хорошее зрение, но и железная выдержка. Я тоже решила себя проверить. За рулем большегруза Азат Назмеев. Пройти змейку на 5-тонной машине ему ничего не стоит. А вот в гараж заехать нужен расчет. Около параллельной парковки там задний ход не усмотрел. Потом на стоп-линии там тоже не рассчитал. КамАЗ – мощь! Практиковался на Урале, сегодня впервые сел за руль КамАЗа и Виктор Слепцов. Непривычно, потому что там совсем по-другому. Урал – это совсем другая машина, оказывается. Проверяет курсантов в первую очередь на точность выполнения заданий. Это не просто водители, это военные водители, это водители тягачей, тех же ракетных установок. Военный водитель – отдельная категория солдат. Знать все тонкости техники мало. Начальную военную подготовку я прошел, потому что знал, что пойду в армию, и рассчитывал то, что после этой подготовки мне будет легче в армии. 16 участников со всей республики. Лучший военный водитель не просто конкурс, а площадка для обмена опытом. И здесь нет победителей. Каждый уже стал лучшим в своем городе. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.